YouTube-канала Национальной библиотеки Чувашской Республики. Сегодня мы хотим представить вам замечательную книжку, которая вышла в этом году, в начале этого года, и приурочена она к великой дате, к 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Много слов «великая», но это действительно так, без преувеличения. Вот этот сборник издан, в общем-то, силами членов Союза профессиональных писателей Чувашской Республики. В этот сборник вошли стихотворения о войне, о людях, которые воевали, о воспоминаниях, ну и о каких-то своих эмоциях по этому поводу членов Союза профессиональных писателей Чувашской Республики. И вот сегодня здесь с вами несколько участников, авторов этого сборника, которые тоже хотели бы поделиться своими воспоминаниями о своих родных. Ведь эта война никого не обошла стороной. В каждой семье есть свой герой, как говорится, да? Вот. И у меня тоже, конечно, много таких воспоминаний, которые я слышала от бабушки, от дедушки, от родителей своих. И вот появился, когда не так давно в социальных сетях и портал такой появился, Память.ру, и там удалось мне разыскать своих двоюродных дедов, которые считались без вести пропавшими. Это было, конечно, так трогательно, и жаль, что вот ни мама не знала, где они похоронены. Один был пленен, попал в плен и похоронен на территории Германии, а второй погиб в боях под Москвой. И они долгое время, все эти годы, считались без вести пропавшими. Это удивительно, конечно. И вот благодаря вот этому порталу удалось, конечно, вот их истории воссоздать и узнать, где они похоронены. Ну и вообще, конечно, наверное, каждый может много рассказать о войне. Но давайте вернемся к сборнику, немножко хочу его представить все-таки. Он называется «Во мне течет героев кровь», и мы действительно продолжатели, потомки, поколения героев. Об этом мы не должны никогда забывать, особенно в наши времена, когда, в общем, такие вот попытки переписать нашу историю возникают, и когда поднимает опять голову фашизм, что просто удивительно, как быстро люди забывают об этом. Поэтому забывать, конечно, нельзя, нужно помнить. И вот силами поэтов, русскоязычных поэтов, надо отметить, здесь стихи только на русском языке собраны, вот эта память, она сохранится вот в этом сборничке. Здесь представлены стихи 24 авторов. Это именно ныне живущие, активно работающие авторы. Вот идея была такая, что взять действительно таких вот активных пишущих авторов в этот сборник, потому что классики нам хорошо известны, а вот современных поэтов мы знаем мало. И вот надо отметить, что здесь не только чебоксарские поэты представлены, но и представлены авторы из других городов и районов нашей республики, из Канаша, например, вот, да, из Порецкого, из Алатыря. Очень такие активные пишущие авторы. Активные авторы у нас, сурские голоса, у них такое есть объединение, да, литературное. Вот. И мне все-таки хочется назвать всех, вот просто имена всех, чтобы вы знали, чьи стихи здесь. Потому что мы здесь, к сожалению, полным составом не можем собраться, но хочется, чтобы прозвучали все. Это Юрий Семендер, Виктор Овчаров, Валентина Белова, Валерий Голев, вот эти как раз авторы из сурских голосов, очень активные, Николай Калентьев, Светлана Гордеева, Лев Коробов, Николай Ларионов, из Ульяновска, кстати, автор, Вера Зайцева, вот ее цитата из ее стихотворения стала названием нашего сборника «Во мне течет героев кровь». Антонина Дугаева, Ольга Никитина, Светлана Березкина, Лидия Исаева, да, Лидия Кубашина, Валерий Кошкин, Валерий Милещенко из Канаша, наш активный очень автор, Раиса Сорби, Андрей Ростовцев, Лидия Филиппова, Владимир Мишан, Лев Каткин,
Владимир Терентьев, Лидия Сарине и Нина Парчаган. Вот я перечислила всех авторов, и некоторые из них присутствуют сегодня здесь. И давайте вам представлю их. Это Светлана Березкина, Владимир Мишан и Людмила Исаева. Юшкова можно, да, еще по-другому? Двойная фамилия Исаева и Юшкова. И сейчас я хочу предоставить слово Светлане Березкиной. Светлана Ивановна, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день, дорогие друзья. Наверное, я начну с того, что выросла в семье участника Великой Отечественной войны. И все, что было связано с детством, это было связано с любимым отцом, израненным, замечательным человеком, боевым офицером в прошлом, который очень берег свою честь офицера. И я всегда любовалась на него, и внутренне, душевно он отвечал всем тем качествам, которые должны быть у советского офицера. И получилось так, что я пошла в военкомат и стала, значит, расспрашивать всех работающих там по поводу отца, какие есть документы, как он воевал. И мне дали переснять послужной список. Я вам его покажу. Это настоящий послужной список, копия от военного Министерства обороны СССР. Михайлов Иван Михайлович, 1904 года рождения. Политрук написано, старший политрук. Ну, капитан. Здесь его награды все перечисляются. Полностью написано очень красивым почерком автобиография от и до. Абсолютно все. Я читала взахлеб ее всю ночь. Ревела прям как ребенок. И написала первое стихотворение, которое я вам сейчас прочту. Называется «Невыплаканные слезы». «Послужной» твой читала список. Про тебя узнавала отец. И на строчках его без приписок я писала тебе: молодец. Политрук минометной роты, воевавший на 3 фронтах, в боевых заслугах, а вот ты, сильно раненый, в госпиталях. Тот осколок войны под сердцем довелось до смерти носить. Боевое твое наследство в сантиметре. Как позабыть? Выйду в поле и крикну ветру: знаешь, жизнь он любил, тишиною мне не согреться. Он меня на руках носил. Часовую теперь отныне не стоять на 7 ветрах. Для детей своих он святыня, отраженная в их глазах. Получилось так, что трижды я возила детей по следам отца, чтобы восстановить историю наглядно, чтобы дети запомнили все это как следует. И в Волгоград, в те места, на Мамаев курган, где шла ожесточенная битва с фашистами. Это, конечно, непередаваемое зрелище, много осталось фотографий, много осталось материала после всего этого. И началась у меня переписка. Я послала свою новую книгу «Вновь просветленная душа» в департамент Волгограда. И что вы думаете? Ответили таким образом. Значит, я сейчас зачитаю доподлинно. Администрация Волгограда, департамент по делам культуры. Уважаемая Светлана Ивановна, департамент по делам культуры администрации Волгограда выражает вам искреннюю благодарность за бережное отношение к Сталинградской битве и щедрый подарок волгоградцам песню «За всех Иванов». Ноты и текст песни переданы руководителям самодеятельных коллективов муниципальных учреждений города Волгограда. По сложившейся традиции в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в центре города на аллее Героя
выступают наши коллективы. Надеемся, что 9 мая на праздничных мероприятиях волгоградцы услышат вашу песню. Возможно, кто-то уже успеет разучить ее к очередной годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Воспоминания о вашем отце Иване Михайловиче Михайлове, участвовавшем в обороне Сталинграда, а также стихи переданы в редакцию газеты «Городские вести» и в Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва». Руководитель департамента Бабушкин. Оригинал. Далее последовали еще стихи о войне, чуть-чуть попозже. Сейчас я передаю слово нашему уважаемому поэту Владимиру Мишану. Мишана, да. Еще один автор, чьи стихи вошли в этот сборник. Владимир Мишан, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Я с чего хочу начать? Значит, мою поэзию, военная лирика, песни военные, они вошли через Смолина Антона Семеновича. Антон Семенович, он был моим учителем в поэзии, поэтому, когда однажды эту тему подняли мы, и он меня спросил, вы, говорит, вообще-то, ты, говорит, когда он меня, псевдоним мой Мишан, это он придумал, он говорит, Мишан, ты стихи на военную тему пишешь или нет? Я говорю, не пишу, и говорю, боюсь писать, потому что, чтобы о войне писать, видимо, нужно самому порох понюхать. А так просто взять и написать, что-то начеркать, что-то не выходит из души никак. Но мы довольно долго спорили на эту тему. И потом все-таки я одно стихотворение написал. Антон Семенович говорит, ведь война прошла, люди уже умирают, участников Великой Отечественной остаются все меньше и меньше. Почему нам, потомкам, не поддержать эту военную тематику, чтобы наши и внуки, и дети, и внуки не забывали ужасы этой войны. И я сейчас вам прочитаю одно стихотворение, которое вошло в этот сборник. И Антон Семенович, собственно говоря, когда он был первым, конечно, слушателем, когда услышал эти строки, он сразу это стихотворение, ему очень понравились. Впоследствии мы написали песню на эти стихи. Значит, стихи следующего характера. Конечно же настанет и войне конец. Конечно же победа улыбнется. На 5-м годике сынишка сорванец тебя с войны с победою дождется. Конечно же победа улыбнется. Не за тебя ли положили на алтарь свою судьбу и жизнь, как наши деды встарь? Враг враг русской силе все же содрогнется. На 5-м годике сынишка сорванец мне на виске нарисовал победу. Во что бы ты ни стало, я добуду тебе, сынок, и улыбку наконец. Конечно же победа улыбнется, конечно же настанет и войне конец. Не за нее ли положили на алтарь свою судьбу и жизнь, как наши деды встарь? Вообще-то я очень волнуюсь, когда читаю стихи о войне, потому что они написаны, видимо, той кровью, которой наши отцы и наши деды во время войны пролили нашей войне, защищая нашу Родину. И если говорить вообще
о войне, как она вообще вошла в мою жизнь, это, конечно же, через моего отца, Васильева Михаила Васильевича, уроженца деревни Челкасы Чебоксарского района. Он о войне вообще-то мало нам рассказывал, но я украдко слышал и вообще старался запоминать, что он говорил, что он войну встретил на границе в 1941 году 22 июня, что первые бои были жестокие, первые бои были кровопролитные, пришлось отступать, пришлось долго отступать. Вот. Впоследствии он попал в плен, значит, из-за малочисленности наших войск, из-за нехватки боевых припасов, оружия. Потом он бежал и попал еще раз в плен, 2 раза бежал он. Приехал, демобилизовался в 1943 году, весь израненный. Значит, у него спина была перебита, ноги были перебиты. Вот такая была, значит, у него судьба. И, конечно же, после войны он был директором школы, он вел очень большую работу, патриотическую работу в школе и среди населения, и в конце концов от полученных ран, вот, в 1970 году в возрасте 50 лет умер. Вот так получилось. Потом, конечно же, я начал писать другие стихи военные, и получилось так, что на сегодняшний день у меня целый цикл этих песен и стихов. Значит, одна поэма есть «Мамаев курган». Значит, она была напечатана еще в прошлом веке в газете «Утренняя почта». Были и другие стихи напечатаны. Вот, поэтому вот об этой книге, если говорить, действительно настолько большую работу провели, настолько поэты, которые вошли вот в этот сборник, они трепетно, относясь вот к этой работе, отдавали свои стихи. Действительно, это самое, видимо, сокровенное у каждого поэта — писать о войне, писать о том, что нас всегда волновало и будет волновать. Мне кажется, мы сделали очень большую работу, огромную большую работу. Вот спасибо, конечно, Гордеевой Светлане Давыдовне, спасибо вообще всем. Денисовне Давыдовне, говорю, извините, да. Вот. И руководителю нашего, значит, Союза пресных писателей Филипповой Лидии Ивановны. Большое спасибо и низкий поклон. Да, очень хорошо, вот что вы вспомнили как раз об этом. Сейчас я немножечко, прежде чем передать слово Людмиле Исаевой, скажу о том, что вот мы книжку издали небольшим, к сожалению, тиражом, но вот все библиотеки города Чебоксары получили в дар такой сборник. Вот, и в любой библиотеке города вы, конечно же, сможете найти этот сборник. И председатель Союза профессиональных писателей Чувашской Республики Лидия Ивановна Филиппова, она встретилась с руководителем объединения библиотек города Чебоксар и передала в канун 9 мая вот эти книги всем библиотекам города. А часть книг мы, конечно же, оставим вот в Национальной библиотеке Чувашской Республики для наших дорогих любимых читателей. И вот еще такая небольшая ремарка. Вот очень хорошую тему затронули вы о том, имеем ли мы право писать о войне, можем ли мы писать о войне, да? Вот, казалось бы, мы ведь действительно не свидетели этих лет. Это очень, очень большой вопрос. Да, у нас течет героев кровь, да, вот как мы вот пишем тоже в своем сборнике. Но вот у каждого все равно как-то на генетическом, что ли, уровне вот эта память о войне, она какая-то сохраняется, да, и вот какая-то боль, и какая-то утрата, все это ощутимо прямо на физическом уровне буквально. И вот я сейчас просто еще хочу прочитать очень-очень в тему стихотворение Раисы Сарби. Оно написано на чувашском, но перевел с чувашского на русский язык Владимир Костров, очень известный московский переводчик. Но здесь в этом сборнике мало переводов, 2 или 3, но в основном все оригинальные написаны на русском языке. Но вот это стихотворение как нельзя лучше вот передает вот это вот состояние. Можем мы писать о войне? Имеем ли право мы писать о войне? И нужно ли вообще писать о войне? «Долг» называется стихотворение.
Ты не слышала гром канонады, не рвались над тобою снаряды. Ты навстречу врагу не вставала, ты от раны в снегу не стонала, не горела в термитном огне, ты не можешь писать о войне. Но мне слышится гром канонады, и летят надо мною снаряды, черный дым развивает знамена, и уходят на смерть батальоны, и солдат умирает в огне. Не могу не писать о войне. Как могу не писать я об этом? Я была на войне вместе с дедом. Я была под свинцовым, священным свинцом вместе с раненым трижды отцом. Я отцовскими вижу глазами, как в дыму развивается знамя от Москвы в побежденный Берлин. Не один он пришел, не один. Это память, как рана сквозная. Ощущаю войну, осязаю, даже в снах, через мирную крышу. Я разрывы и вижу, и слышу. Через эти разрывы и гулы шепчут мне чьи-то мертвые губы. Ты не можешь молчать обо мне. Ты должна написать о войне. И вот, мне кажется, это очень хорошее стихотворение. Да, очень хороший перевод, очень хороший, просто да, великолепный. да. И вот все, в общем-то, сказано в нем, да? Мы действительно не можем молчать. Это такая тема, о которой молчать вообще нельзя. Нельзя, надо передавать молодому поколению вот эту память. Даже ту память генетическую, не нашу, не то, что мы видели, может быть, своими глазами, но мне кажется, поэты как нельзя вот тонко и остро ощущают вот эти вот вещи. И, конечно, мне кажется, это просто такая благородная миссия и долг наш на самом деле об этом писать. Людмила Исаева, вам слово. Ну, я согласна с предыдущими моими собеседниками. Конечно, война, а тем более Великая Отечественная война, это грандиознейшее событие в истории нашей страны, в истории нашего народа. И тема войны, она требует огромного осмысления. И даже с каждым годом идет переосмысление тех великих событий, которые коснулись, как мы знаем, каждой семьи, так или иначе каждого человека. А мы потомки, прямые потомки героев войны, ветеранов, жертв войны. Поэтому мы не можем не помнить. Правильно, нам это передалось где-то на таком очень, скажем, генетическом, как сейчас выражаются, уровне. Ну, мы, конечно, и читали много о войне, и периодика, и художественная литература, и мемуарная литература. Но на меня всегда самое большое впечатление производило непосредственный разговор, непосредственные беседы с участниками войны. К ним относится, в частности, мой отец. Ветеран войны, к сожалению, он уже ушел из этого мира, но мы с ним много разговаривали. И вы знаете, я сейчас прочту вам одно из стихотворений, которые вошли в этот сборник, а их 3 моих стихотворения. Я ему задавала такой вопрос: скажи, а что было самым трудным для тебя на войне? Вот самым-самым трудным. И неожиданно ответ его меня потряс до глубины души. Это был такой человеческий ответ. Он сказал: ты знаешь, так хотелось спать. Мы постоянно не досыпали. То бомбежки, то артобстрелы, то, значит, авианалеты, то враг наступает, идет в атаку, то мы идем в атаку, то еще что-то. Часто оставались голодными, значит, разбомбленная полевая кухня. У нас только сухие пайки. Мы сидим в грязных окопах, земля сыпется, мы засыпаем.
Мы настолько не досыпали, вот молодые, здоровые, казалось бы, ребята, а мы валились с ног. И одна мечта была – выспаться. И вот я пишу в стихотворении, которое я назвала «Павшим», следующие строчки. «Как им хотелось вернуться, в город вернуться свой, пройти по родимой улице и постучаться домой, чтоб выбежали, встретили слезы и радостный смех, чтоб сразу медаль заметили и восхитились все, как им хотелось к матери, чтобы ее обнять, и за столом с чистой скатертью ей обо всем рассказать. Как им хотелось выспаться, выспаться наконец, и чтоб не земля, что сыпется, а разбудил отец. Как им хотелось вернуться, в город вернуться свой. Вернулись названиями улиц, на обелисках строкой. Вот такими горькими строчками завершаю я свое стихотворение. Но мне горько до сих пор, потому что с войны не вернулись другие мои родственники. Если отец вернулся, и поэтому я на свет появилась, то не вернулся его младший брат, погибший в Прибалтике. Не вернулись многие мои дядья, которые были тоже не женатыми, после них не осталось детей. И вот я об этом всегда горько сожалею. Вот сколько родственников в итоге мы потеряли, все. Во-первых, тех, кто не вернулись, а во-вторых, тех, кто не родились на этот свет. Вот такие размышления меня посещали, и поэтому и рождаются у нас стихи. Я считаю, это одна из причин. Да, действительно, если говорить о жертвах, которые наш народ Понес. понес и положил на алтарь этой великой победы, это, конечно, самая кровопролитная в истории человечества война. Сколько сейчас уже говорят о 30 миллионах, 27 миллионах, но мне кажется, это просто невозможно подсчитать, если Мне вот кажется, нереально это нереальная все. какая-то цифра. Это просто действительно большая трагедия для всего нашего народа. И вы знаете, ну, если говорить о Чувашии, до нас, конечно, до наших границ, слава богу, не дошла эта война, но тем не менее, все-таки мы все, все жители всей страны работали для фронта, для победы, то, что называется, и 208 тысяч, да, жителей Чувашии. 280 тысяч, по-моему. 80 Да, тысяч. да. 280 тысяч. Ушли, да, и половина, почти половина не вернулись обратно. Сколько, вот представьте себе, сколько было потерь. Но в тылу также люди, в общем-то, так же, как на войне, работали, все для фронта, все для победы. И вот, если говорить о трагедиях, то, конечно, хочется вспомнить их жен и вдов, солдатов, да. И вот мое стихотворение, здесь одно из которых вошло в этот сборник, как раз посвящено вдовам солдатским. Я хочу его прочитать. Вдова солдата. В маленькой, ветхой избушке, на краешке села, тоненькая старушка тихо себе жила. Мужа она схоронила, деток не нажила, тихо так в дом входила, тонкая, как игла. Утром она молилась, выпив стакан воды, чтобы опять не случилось той проклятущей войны. Только сыграли свадьбу, только сняла фату, мужа на фронт забрали. Ждала его всю войну, не верила похоронке, ждала, проглядев все глаза. Вернется к родимой сторонке, ведь ей без него нельзя. Так и состарилась, глядя на горизонт полей. Только охрипшее радио днем говорило с ней. Только одна фотография, тусклая, на стене, на которой она все гладила мужа по голове. Так для чего, что милая?
жизнь свою прожила. Стала тебе могилою старенькая изба. Жила она мужниной тенью, и хлеб пекла на двоих. И был каждый божий день ее общей судьбою их. Ну вот об этом, конечно, тоже нельзя забывать. И дети войны – это тоже отдельная тема. Это, конечно, никакого детства не было, да, у этих мальчиков и девочек военных лет, наших родителей. Вот. И много судеб как раз связаны с этой темой, про детей войны. Вот, Светлана Ивановна, расскажите, пожалуйста, у вас тоже есть интересная история об этом. Да, история, конечно, связана с тем, что переписка с Волгоградом у меня продолжалась. Значит, песня звучала за всех Иванов, и я, когда писала, то плакала. Письмо писала и плакала. Я представляла все, что я видела в Волгограде с детьми вместе. Оно не вошло в стихотворение у меня в эту книжку, но тем не менее оно для меня очень дорого, потому что я видела реакцию людей, которые слышали его. Мне очень хочется его прочитать. Разрешите, Да, пожалуйста. Конечно, пожалуйста. Стихотворение, значит, «Во имя Победы» называется, посвященное разгрому фашистских войск под Сталинградом. На войне ни шагу назад, смерть как косой косила. Разве памятники не кричат? С волнением гид говорила. Город слушал печальную речь, из-под ног уплывала земля. Мне хотелось завыть, прилечь, тихо плакали тополя. В Сталинград я детей привезла, неспроста путь отца повторила, а домой я по Волге плыла, всем погибшим цветы дарила. Да, по воле судьбы таковой мой отец остался живой, чтобы жить во имя страны. Его раны были видны, под подушкой больной и слепой он хранил партбилет дорогой. А когда-то носил на груди он его как символ победы. Политрук был всегда впереди, и о том архивы, беседы. Пусть же память не гасит года, ведь она про них знает такое, и мы ей, присягнувши тогда, позабыли о всяком покое. Березкин Олег Иванович – удивительный человек, величайший педагог, очень много сделавший для Чувашии в плане науки. Написал рассказ, будучи ребенком, жившим в Москве во время войны. Отец его вообще ходил на доклад к Сталину и отвечал за оборону Москвы по вооружению. Вот такая книжка вышла в кооперативном «Дети войны». И в этой книге каждый преподаватель напечатал свое стихотворение, свои воспоминания о своем трудном детстве. Есть рассказы у Олега Ивановича Березкина о том, как дети, маленькие дети, когда им предоставилась возможность, мороженщица раздавала мороженое просто на улице детям, говорила: берите, берите, салют, победа, сейчас все можно кушать. А он думал о том: а у моей мамы вот такая-то зарплата, и что можно на нее столько хлеба купить? И как люди ели картошку, голодая. Вот. Дети, говорит, мои друзья все стояли, смотрели, и никто не брал бесплатно у мороженщицы вот эту сладость. Вы представляете, я вот все время читаю этот рассказ и плачу. Да, человек, конечно, он очень серьезный, просто я еще раз покажу, его сейчас уже нет, как 6 лет назад, но он очень много
сделал для того, чтобы на этой земле было мирное небо. А представить, ведь какие они были молодые, красивые дети, дети, которые видели всю эту тяжесть войны, вынесли многие на своих плечах. Что касается меня, стихов о войне тоже немало. Они напечатаны в разных газетах. Я часто провожу мероприятия в городе и обязательно читаю стихи о войне, потому что не читать их просто не велит сердце. Ну вот давайте, пока мы далеко не ушли от этой темы «Дети войны», тут есть тоже очень хорошее стихотворение очень хорошего поэта, моего учителя, я вот с гордостью могу сказать, Виктора Овчарова. Вот, он тоже предоставил несколько стихов для этого сборника. Вот, Виктор Викторович, здесь вот есть стихотворение, которое называется «Посреди войны мировой», тоже посвящено детям как раз войны. Посреди войны мировой, зябко, кутаясь в хлам одежды, мальчик спит на земле сырой, воплощение любви и надежды. Пахнет кровью горячий дым, на корню догорает жито, мальчик спит, потому что им ничего еще не прожито, ничего еще, ничего, кроме страха, тоски и боли. Сторожит хрупкий сон его, одиноко былинка в поле. В беспредельном поле войны от него она смерть отводит. Мальчик спит, мальчик видит сны, где ни мать, ни отца не находит. Только время свистит в ушах. Мальчик спит, чуть раскинув ноги. Только словно делает новый шаг по военной своей дороге. Вопреки войне мировой, на лохмотьях белой одежды мальчик спит, неубитый, живой, воплощение любви и надежды. Тоже хорошее стихотворение. Хорошее стихотворение, да. Потрясающе, конечно. Ну вот у кого-то есть стихи о параде Победы? Давайте вот сейчас, может быть, вот такую возьмем ноту торжественную. У нас есть же, этот год, во-первых, год памяти и славы, да? Мы знаем, что вот всегда проходит ежегодно полк, бессмертный полк, да? Но в этом году, к сожалению, вот из известных обстоятельств этого не случилось, но тем не менее, в таком масштабе, да, как это обычно проходит. А про бессмертный полк кто-то участвовал? Расскажите, пожалуйста. Про парад Победы у вас, по-моему, есть стихотворение. Значит, я хочу сказать о том, что вот в этой книге 3 моих стихотворения, на них написана песня. Все 3 песни, они поются. Значит, Андреев Николай Маркелович, композитор. Мы с ним в очень тесном контакте. Вот на сегодняшний день написали где-то более 40 песен. Прям под таким названием «Новые песни о Великой Отечественной». Вот одна из песен так и называется. К сожалению, я сейчас наизусть не помню, к сожалению, так и называется, значит, «Бессмертный полк». Эту песню поет, значит, наш государственный ансамбль, академический ансамбль песни и танца под управлением Васильева Юрия Васильевича. Я просто хочу почитать другое стихотворение, которое вот не вошло в эту книгу. Но там про парад есть слова. Вот оно так начинается. «Крепись, победа! Мы же верим, что ты однажды к нам придешь. Давай же вместе время сверим и место, где нас подождешь. Навстречу мы не опоздаем, как нам всем хочется дожить, туда дорогу твердо знаем, там и войну нам завершить. Начав свой путь с Москвы родимой, с парада у кремлевских стен, мы с яростью несокрушимой брать не старались врага в плен.
кто уцелел, хромых и рваных по улицам Москвы, пока их проведем тебе неравных во славу русского штыка. Потом пройдем мы по Берлину, канонам вражьим супротив. Тогда уйдем с тобой в былину, живым оставив свой мотив. Как нам хотелось всем дожить, так нам хотелось победить. Я просто хочу сказать, что в действительности парад Победы 1945 года – это парад оружия над войной, над Германией, над фашизмом. Это наши доблестные войска, которые действительно, не жалея себя, дошли до Берлина. Ведь были и те солдаты, и бойцы, которые в день победы погибли, и после победы. Ведь насколько было отдано той войне, что цены никакой нет, никакой цены не имеет. Поэтому на сегодняшний день мне бы хотелось тоже как-то и о политике говорить. Вот наши, ну я вот таких хочу назвать, недруги, наши враги, которые и на сегодняшний день живут, значит, Запад, Соединенные Штаты, они, собственно говоря, Россию никогда никто не любил, они только завидовали. И поэтому сегодня говорят, что и война-то, собственно, была выиграна не Советским Союзом, а Америкой. Это вообще уму непостижимо. Поэтому вот то, что мы сегодня вот здесь собрались, то, что именно вот эта книга вышла, и я думаю, это не последняя книга, я так полагаю, да? Видимо, мы в дальнейшем будем, значит, собираться вот так вот, и другие стихи, которые, собственно говоря, не вошли в эту книгу, будут напечатаны. Нам нельзя забывать действительно нашу победу, никак нельзя забывать. Я вот отец 50 лет у меня ушел из жизни. Это вообще до невозможности больно, до невозможности трудно, как это остаться без отца. Мне было 17 лет, и вот так вот, и у нас 10 детей дома, вы представляете, я 7-й ребенок, и вот нас 10 мы остались, отца нет. Вот такая ситуация. И я волнуюсь, извините. Понятно. Ну вот очень хорошо и правильно вы сказали о том, что пока есть живые свидетели, да, еще вот этой войны, мы, конечно, с ними должны и общаться, и вот эти воспоминания сохранить. Вот я знаю, что у вас есть, да, я хочу воспоминания? похвалиться, что у меня есть соседка, которой 103 года. Она медсестра фронтовой авиации. Ее зовут Ксения Прокопьевна Редькова, 1917 года рождения. Я с ней разговаривала, я ей подарила, значит, это стихотворение, поздравила ее, значит, с Днем города. Мы посидели, и вы знаете, поговорили с ней еще раз. У нее прекрасная память до сих пор. Она до сих пор без очков вяжет, без очков смотрит телевизор. Единственный ее, так сказать, минус, если можно так говорить о здоровье, это слух. Она плохо слышит. Временами у нее вообще слух исчезает, как говорится. Но тем не менее, ее воспоминания о войне, конечно, страшные. Она говорит, мне шинели хватало на 1 день. Каждый день приходилось ее менять, потому что она была вся в грязи, вся в крови раненых. Вот. И то, что она выжила на такой, конечно, жесточайший из войн, это чудо. И я написала следующее стихотворение. Поскольку она летала с пилотами, возила тяжело раненых в тыл, для нее появление военных самолетов
в нашем городе всегда огромное событие. А у нас военные самолеты, стрижи, например, да, вот этот кубинский бриллиант, появляются как раз на День города. И она обязательно выходит к себе в сад и глядит с огромным волнением и с огромной гордостью. И я ей пишу. Она глядит из-под руки, волнуясь, и рев моторов – самый милый звук, который возвращает ее в юность, с которым оживает все вокруг. Война. Она летает медсестрою с пилотами, из раненых возя. Девчонки с темно-русую косою спасать от смерти выпала стезя. В беспамятстве они стонали: «Мама!» Она склонялась успокоить их. Была для них тогда родною самой, работала, старалась за двоих и в дело честно вкладывала душу, не досыпая часто по ночам. Сестричка Ксения или просто Ксюша, она теперь примером ярким нам. Над городом стрижи взмывают гордо, сверкая в небе чистым серебром. С земли за ними наблюдает твердо, ладонь держа, она в саду своем. Ей больше 100 сегодня. Это чудо, что медсестра вполне себе живет. За тех ребят спасенных ей оттуда за каждого добавлен жизни год. Теперь сидят в кабинах ее внуки, и почерк славных асов ей знаком. Крыло в крыло, руль крепко держат руки, чтоб с честью защитить родимый дом. Это же самое стихотворение вошло в мой новый сборник, который я отважилась издать в этом году. Он вышел в марте, он небольшой. Там есть и уже давно написанные стихи, посвященные войне, и есть совершенно новые стихи, такие как Ксении Прокопьевне. Я хочу эти книжечки подарить нашей центральной библиотеке, и чтобы они, как говорится, распространили их по библиотекам республики. Сергеевна, вот скажите, пожалуйста, как отреагировала вот эта Ксения, Ксюша на это стихотворение? Ой, она очень, вы знаете, она тронута, она очень тронута. Она гордится этим, что ей посвящены стихи. Да, А сын просто рыдал. Да? Да, она живет с сыном, со История снохой, вот да, с младшим сыном, вот, с внуками. Мы посидели, попили чай, я пришла с гостинцами, со стихотворениями, Да, я это, подарила конечно, ей это этот подарок новый сборничек. незабываемый, конечно. Да, да. Она дружила с моим отцом, им было о чем поговорить, двум фронтовикам. Вот. Она довольна. И я тем более довольна, Да, что ей конечно. понравилось. И, кстати, в этот же сборник, буквально 2 слова, вошел мой перевод отцовской поэмы «Пламенные годы». «Пламенные годы». Он написал это, как говорится, мемуарное, как говорится, воспоминание стихотворное в виде поэмы «Пламенные годы». Я включила сюда 2 главы, которые я перевела еще А в как 90. называется этот ваш сборник? Сборник называется «Ступени времени», потому что мы как бы двигаемся по ступеням нашей жизни, по ступеням нашей истории, поэтому подумала, так Ну, назвала. вообще, конечно, это очень-очень ценно, да, когда вот такие живые истории А вот как же, остаются да, вот в воспоминаниях, да. Вот я еще я читать не буду, это стихотворение очень длинное, у кого будет желание, вы можете в библиотеку прийти и почитать. У Валерия Кошкина здесь есть, даже можно поэму, наверное, назвать, посвященная Сурскому оборонительному рубежу. Знаете, Да, что да, у да. нас такое сооружение тоже. Да, у очень меня мама, кстати, участвовала вот как это, раз. Это, конечно, тоже такое вот важное. Жители Рыли траншеи, да, абсолютно несли оборону. Да. боялись, что немцы дойдут до Суры. Да, было такое опасение. Слава Богу, что не дошло. Вот, Светлана Ивановна, у вас тоже что-то есть, да?
Называется, статья называлась «Велопробег в честь Победы». Вы, наверное, в курсе, что у нас патриотическое движение, значит, вначале оно было организовано в Новочебоксарце, «Дети войны». Есть такая общественная организация. И ежегодно они в канун 9 мая велосипедистов, группа в районе где-то там 30 и более человек, едет, значит, до Аликова. И вот нам посчастливилось, нас пригласили, значит, полковник Новочебоксарский, зная то, что мы пишем на военную тематику с мужем, пригласили в этот велопробег. Вы представляете, это было что-то невозможно интересное. Мы останавливались в каждой деревне, там выступали, в Аликове, конечно, был большой прием нам, потому что мы доехали. Но мы-то, конечно, с мужем сидели в машине, впереди, под флагами, с тягами. Вот. Но это движение, я хочу сказать, что оно имеет очень большое значение в патриотическом воспитании молодежи, потому что каждый раз едут новые, значит, стараются рулить, крутить педали под солнцем. Ну вот в итоге получилось у меня стихотворение: «Бессмертный полк, Чувашия, Россия». Ах, этот май, велопробег, бессмертный полк в дороге. Снится в плену от солнца сжатых вет участница его, как птица, полощут флаги на машинах, упругий ветер рассекая велодвижение мужчины и женщина еще какая. Ведь солнце в спицах отражаясь, который год ведет к победе. Бушует май, весна без края, с друзьями в дружеской беседе. С улыбкой на своей границе нам предлагают хлеб и соль, радушных аликовцев лица. На сердце утихает боль. У времени особый счет, звучит команда вновь вперед. И цель ясна — рукой подать туда, где так умеют ждать. Вот у них ежегодный такой велопробег в честь Дня Победы. Вот что и получилось. Но у нас время еще есть «За всех Иванов» прочитать? Да, давайте «За всех Иванов», поскольку стихотворение такое. Оно вошло в книгу, да, и «За всех наших отцов» как бы я... Давайте теперь уже подготовьте, пожалуйста, какой-то такой позитив, сложно говорить о позитиве, конечно, в этой теме, да, но тем не менее такое жизнеутверждающее какое-то стихотворение о победе, может быть, да? Наша память всегда будет светла о наших предках, о тех, кто подарил нам победу. За всех Иванов, о, память сердца, не угасай, куда нам деться, боль через край. Свои бокалы нальем вина, за всех Иванов, до дна, до дна. В них наша память и наша честь, а полегло их не счесть, не счесть. Судьбы в победный печальный след. Все это было, их с нами нет. Скупые слезы сотрем с лица, за всех Иванов пьем до конца, за ту победу, и над собой горят награды. Жизнь — вечный бой. Нет, слов не надо слов. За всех Иванов, за всех отцов. Спасибо за внимание. Да. Владимир Мишан. Ну вот, я что хотел бы еще сказать, действительно, вообще тема войны, вообще она особая тема. Она несет столько боли, она несет столько
жизни в то же время, столько любви. Поэтому тема войны, она всегда будет жить. И я думаю, о войне будут писать и наши дети, и наши внуки. Вот такая вот человеческая жажда к существованию, защите своего Отечества, она должна присутствовать вот как патриотически у всех людей. Поэтому, я думаю, только тогда мы будем жить, когда мы можем себя защищать. Вот это, в ту войну, вот это вот было доказано предельно жестко, что мы действительно, хотя и до Москвы дошли фашисты. Ведь Сурский рубеж, сейчас вот было здесь сказано о Сурском рубеже, а откуда она появилась? Почему вдруг Сурский рубеж нужен был? Ведь если взять Сурский рубеж, он ведь по истории, если посмотреть, он ведь не только на Суре, он прошел по нескольким рекам. Значит, в Сурский рубеж вошло и Нижегородская область, значит, Ульяновская область. В 1945 году уже работы там прекратились, потому что Москву в декабре 1941 года защитили, прогнали фашистов. Вот это вот, этот вот, можно сказать, маленький момент войны Сурского рубежа, оно настолько людей опять поставило, значит, конечно, не в окопах, а с лопатами, с киркой, с ломами, в основном женщин. У меня соседка, значит, по деревне была, Елена ее звали. Вот она и 17-летних, уже 17-летних брали Сурский рубеж сооружать. Вот. Она рассказывала, как они там мучились. Валенок нет, варежек нет, руки мерзнут, ветер, мороз. А в 1941 году какие морозы были? 40-45 градусов. И еды не было, спать тоже. В общем, мучились они, я не знаю как, может быть, на войне было лучше, чем там. Вот иной раз так думаешь, 17-летним девчонкам. А мужчины были только, говорят, бригадиры, руководители там, значит, а в основном женщины. Вот поэтому действительно и Сурский рубеж, он тоже входит в эпопею нашей победы. И этот рубеж, он тоже стал насмерть вот за нашу Родину. Спасибо им всем и низкий поклон. Да, вот, конечно, слова благодарности хочется и всем ветеранам сказать, которые живут, и всем, конечно, кто отдал свою жизнь, силы, здоровье, лучшие годы, за наше мирное небо, за то, чтобы мы жили на этой земле. Я хочу прочитать стихотворение новое свое, «Песни войны». Я снова песни слушаю военных давних лет, Уралочку с Катюшею, землянку и кисет. Картинки детства кадрами сменяются, бегут. Вот снова мы за партами, а то играем тут, на лестнице, на травке ли, или бежим во враг, то вновь в войнушку схватимся, и снова немец враг. Ах, жизнь послевоенная, тревога и нужда, но променять, наверное, не сможем никогда на жизнь другую, сытую, мы молодость свою, войною не убитую, добытую в бою. Как пели наши старшие, нам никогда не спеть, и в лица их уставшие уже не посмотреть. Но вновь душа тревожится от песен фронтовых, и благодарность множится за ратный подвиг их. Да, здорово. Благодарность, конечно, бескрайняя. Ну вот, мне хочется сказать, что в этом сборнике очень много разных по настроению, по теме стихов, личных каких-то ощущений, воспоминаний. И вот знаете, чем ценен этот сборник? Вот я знаю, что в школах, например, многие преподаватели не всегда просят вот на встречах, да, вот, где-то в одном месте собрать тематические стихи о войне, там еще о чем-то. Вот этот проект, можно уже, наверное, так говорить, потому что это вторая книжка наша, такая совместная. Да, благодаря вам, кстати.
Первую книгу мы сделали, посвятили ее юбилею нашего города. «Признаюсь в любви к Чебоксарам» она называлась. И там тоже собраны были все стихи о нашем любимом городе Чебоксары. Стихи тоже самые разные по настроению, да, но очень замечательный получился сборник. Ну и вот этот сборник, конечно, тоже он такой довольно цельный получился. Я вот хотела поблагодарить всех авторов, кто прислал свои стихи для участия в этом сборнике. И хочу сказать всем читателям, придите, пожалуйста, в библиотеку, возьмите, почитайте. В вашем сердце обязательно что-то откликнется из этих строк. Какой-то автор будет вам наиболее близок, конечно. Я хочу завершать уже нашу встречу. Да. Кто-то еще будет что-то говорить? Я хочу прочитать стихотворение о Победе. Да. Ну, если у кого-то есть что-то тоже такое о Победе, давайте вспоминайте, и мы будем уже, наверное, нашу встречу завершать. Победа. Когда победа светом озарила измученные лица, и война сдалась, ушла, исчезла, отступила, на белый свет опять пришла весна. Эту победу люди так ждали, верили, жадно считая дни, каждая атака ее приближали, в каждый поход за собою вели. Спасибо, солдат, за радость свободы, спасибо за мирное небо земли. Пусть помнят народы и страны Европы о тех, кто отдал жизни свои, о тех, кто ковал победу в бою, сражаясь отважно с врагом, и кто не оставил землю свою под вражеским сапогом. Ну, конечно, нет таких слов, которые могли бы в полной мере передать нашу благодарность ветеранам, но тем не менее каждый поэт, наверное, старается найти такие слова. Это самое малое, наверное, что мы можем сделать для героев, для победителей, для наших отцов и дедов, сказать им большое спасибо и низко поклониться им до земли. Можно прочитать, да? Как морщины солдат, застарелые рвы, залечила земля те кровавые раны, только души скорбят, и тревожные сны вновь и вновь возвращают в войну ветеранов. Снова, дед, мы пройдем по дорогам твоим, о великой войне твою слушаю повесть, и в наследство от старших в себе сохраним эту скорбь, это мужество, славу и доблесть. Ты наденешь опять все свои ордена, и военная юность пойдет с нами рядом. Вспомнишь ты земляков, чувашей, имена, что геройски сражались у стен Ленинграда. Много лет с той весны, что победным салютом озарила и лица, и души людей. Много лет с той поры, только каждой минутой, всею жизнью своей мы обязаны ей. Да, здорово. Ну что ж, вот год памяти и славы, давайте будем помнить, давайте будем гордиться. И на этом мы, наверное, завершим нашу встречу. Еще раз напомню, что в студии были член Союза писателей, профессиональных писателей Чувашской Республики и авторы, чьи стихи вошли в сборник, посвященный 75-летию нашей Великой Победы, который издан Союзом профессиональных писателей Чувашской Республики, и называется он «Во мне течет героев кровь». И хочется поблагодарить, конечно, нашу любимую библиотеку, Национальную библиотеку Чувашской Республики за предоставленную возможность встретиться сегодня с вами на канале YouTube Национальной библиотеки. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. Спасибо. Будем беречь то, что